Лезгистан в сердце, разрезанный границей. Язык нахской группы, которой сегодня говорят лезгины, чеченцы, ингуши и другие нахские народы, которые не украли до конца. А Дагестан – нахско-дагестанский лингвистический феномен, который мог быть придуман только человеком, имя которого вслух нельзя называть. Это слово – нахско-дагестанская языковая группа, которая придумали, чтобы всех нас уместить в одну строку. И в эту строку они вписали наш язык, как будто он родился вместе с этой новой провинцией, но правда глубже. Истинный лезгинский язык относится к нахско-лезгинской группе. Слушайте внимательно, братья и сестры. Есть рана, которую мы редко показываем миру, но она кровоточит в каждом лезгинском и чеченском сердце. Давно, когда горы еще помнили первые слова людей, а реки пели на языке, понятном только ветру и предкам. Был у нас язык чистый, древний, как сама земля Кавказа. Язык лезги-чиал, лезгинский. Рядом с ним язык нохчо-чиал, чеченский. Два брата, два равных голоса. Оба из одной коренной группы, нахско-лезгинской. Но потом пришли те, кто любил перекраивать карты и имена. Они посмотрели на наши языки и сказали: «Это не ваши языки, это часть большой семьи. Это нахско-дагестанская семья». И они забрали у нас право называться отдельно. Лезгинский и чеченский языки, самые сильные, самые древние в своей группе, вдруг стали ветвями чего-то большего. Им навязали ярлык, в котором растворились сотни других языков. Аварский, даргинский, лакский, табасаранский. А кто такой этот Дагестан, в честь которого нас всех назвали? До 19 века почти никто его не знал под этим именем. Это было слово, которое придумали русские картографы и чиновники, чтобы уместить в одну строку десятки народов и языков. И в эту строку они вписали нас, лезгин и чеченцев, как будто наши языки родились вместе с этой новой провинцией, но правда глубже и старше любых карт. Лезгинские и чеченские не подчиненные, не младшие, они равные. Они самостоятельные голоса одной коренной семье нахско-лезгинской. Они пережили века вместе. Оба сопротивлялись, оба прятали Коран и песни под снегом, оба теряли носителей, но не теряли себя. Сегодня лезгины около 800-900 тысяч душ. По бумагам 475 в России, 200-300 в Азербайджане, а остальные-то в диаспоре по миру. Живут на юге Дагестана и севере Азербайджана, в землях, которые в сердце зовутся Лезгистан, но граница режет народ, как ржавый нож. Язык слабеет, ассимиляция крадет слова у детей, борьба за права, за самур, за садвал, за достоинство идет тихо, но упорно. И все же мы пережили Рим, Персию, арабов, монголов, Имамат Шамиля, СССР, и до сих пор говорим на своих языках, лезгинском и чеченском. Но главный вопрос, который не дает покоя: почему так мало кто знает, что наши предки таклегии могли быть связаны с основателями самого Рима? Почему римляне называли нас теми же именами, что и своих предков легии? Почему шепчут в народе лезгины и потомки легии? Легии – пелазги, а пелазги пришли с Кавказа в Италию, чтобы дать начало роду Энея и Ромула. Это тайна, которую хранят горы. Это боль, это гордость, это то, что мы не забудем. Лезгияр, Нохчий. Мы помним, кто мы есть. Мы несем огонь сквозь века, и пока хоть один голос поет на лезгинском или чеченском, наш эпос не окончен. Мы здесь. Мы живы. Мы равные братья. Мы Лезгияр и Нохчий.